Якутия-24 продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите сегодня. Переправу на новый уровень. Работу паромов по маршруту Якутск-Нижний Вестях проверил премьер-министр республики. Ситуация сегодня и перспективы. Нелегальный мигрант. В республике стартовала операция «Как, где и что» будут проверять надзорные органы. «Готовь сани летом». В Алданском районе распределили путевки в детские сады на ближайшую осень. Хватит ли мест для всех? Нет алкоголю за рулем. Под таким названием женщины Мирнинского района запустили акцию. Как поживают бизоны? В Усть-Ботома открыли новый турсезон. Ситуация с половодьем в Нижнеколымском районе остается критической. У поселка Походск уровень воды на 15 сантиметров выше нормы. Подтоплены низменные участки, 44 дворовые территории, также 2 жилых дома. По данным администрации поселка, там проводят круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, пешее патрулирование и домовые обходы. Силы и средства приведены в режим повышенной готовности. В местности работает оперативная группа МЧС. Произведены взрывные работы, организованы 3 пункта временного размещения вместимостью до 200 человек. Однако люди продолжают жить в своих домах. За эвакуацией никто пока не обратился. Напомним, село Походск расположено в 45 километрах северо-западнее поселка Черский. Численность местного населения 245 человек. Навигационный период для некоммерческих маломерных судов с сегодняшнего дня открыт в Якутии. Навигация стартовала в 20 муниципальных образованиях и в 2 округах столицы. Также с 1 июня объявлен месячник безопасности людей на водных объектах и стартовала акция «Вода. Безопасная территория». Будет проводить рейды по водным объектам. Инспекторы ГИМС напоминают, что нарушителей ждет серьезный штраф. Только за прошлый месяц в отношении физических лиц было составлено более 30 протоколов об административных правонарушениях. Навигация открыта в южных, заречных, западных, центральных, Валданской и Вилюйской группе районов, в том числе в городе Якутске и Жатае. Судоводителям необходимо при себе иметь судоводительские регистрационные документы. Судно должно быть технически исправно, укомплектовано согласно норм снабжения. В тех районах северных и арктических и Вилюйском водохранилище навигация еще не открыта, поэтому выход до официального открытия навигации и полного очищения водоемов ото льда категорически запрещен. Председатель правительства Владимир Солодов проинспектировал паромную переправу Якутск-Нижний Вестях. Премьер-министр проверил все – от хода погрузки и выгрузки автомобилей на паромы до благоустройства причалов и разработку мобильного приложения по отслеживанию судов и онлайн-расписания движения паромов. Репортаж Анастасии Кобузевой. Якутск-Нижний Вестях – основная переправа на весь летний сезон. Сейчас в смене 11 паромов. И каждое лето здесь разыгрываются настоящие баталии. Километровые пробки, ссоры и даже драки. Чтобы не допустить паромного коллапса в этом году, все заинтересованные стороны уже приняли ряд серьезных мер. Поставили барьерные ограждения при заезде на паром, разработали схемы движения автомобилей на причалах и в соответствии с этим установили новые дорожные знаки. В первую очередь новшества оценили пассажиры. Все хорошо, все комфортабельно. Так, молодцы, настроили все. По-моему, все нормально. Проблем нет, но хотелось бы моста все равно. Там быстрее. А так все прекрасно, хорошо. Нормально все, по-моему. По времени? По времени хватает, ага. По времени не опаздывает. В этом году особое внимание уделят и благоустройству территории причалов. Сейчас же они находятся в плачевном состоянии. Нужно еще, чтобы это просто было приятное место, в котором доставляет удовольствие находиться люди. Может быть, даже прогулочная какая-то зона, приятные кафе и рестораны. Вот это то, что надо вместе с нам всем будет спланировать. В этом заинтересованы и сами перевозчики. Вопрос благоустройства территории причалов они готовы взять под свой личный контроль. На 2019 год хотелось нам бы организовать сервис общепита
То есть, на паромной переправе. А на 2020-2021 год хотелось бы построить торгово-гостиничный комплекс со спальными местами, с душем и так далее. Территория причала паромной переправы Мархинка совершенно не благоустроена. Кроме вот этого зала ожидания здесь ничего нет. Вы видите, что здесь очень много мусора. Здесь также нет ни одного кафе, где бы могли отдохнуть прибывающие или ожидающие пассажиры. Без внимания не осталось и приложение Best Паром. Оно позволяет отслеживать движение судов по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск. Сейчас в эту систему свои данные загрузил только один перевозчик. Но в скором времени это сделают и 2 других. После приложение будет работать для всей переправы. Я призываю всех пассажиров ставить себе это приложение, изучать, пользоваться, оставлять отзывы и помогать разработчикам совершенствовать его для нашего совместного удобства. В этом году в постоянном режиме будет работать специальная комиссия по контролю над паромной переправой. Ее возглавит министр транспорта и дорожного хозяйства региона. В комиссию также войдут администрации Якутска и Мегино-Кангаласского района, Министерство цифрового развития, ГИБДД и перевозчики. Перед ними стоит важная задача – стабильное функционирование паромной переправы. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск, Нижний Бестях. В Якутске в последнее время участились несчастные случаи с участием детей. С чем это связано и что надо делать родителям, узнала Сусанна Рожина. Прыгают не только по гаражам. Некоторые подростки и вовсе забираются на крыши многоэтажек. Пока дети предоставлены сами себе, родители, как правило, работают с утра до вечера, либо заняты своими проблемами. Артем, чем летом занимается будешь? Я не знаю, гуляли ли так же, как сегодня. Нет, в лагерь же пойдешь. Мама мне не разрешила. Не, она разрешила. Она не разрешила. Я с матерью поговорил. По мнению семейного психолога, секрет прост. Чтобы оградить детей от опасности, надо уделять им больше внимания. Зачастую вызывающее поведение – это своего рода крик о помощи. Что ребенку нужно прежде всего? Это не материальные какие-то вещи, чтобы его одели, накормили и спать уложили, а прежде всего детям нужна любовь, забота, внимание, понимание и уважение как к личности. Ребенок должен знать, что он хороший, что его любят, что в любом состоянии его примут, его не будут наказывать, обвинять, ругать. Что бы ни случилось, родители всегда будут на его стороне и всегда ему помогут. И родители не оставляют ребенка один на один с его проблемами. С принятием в республике в 2016 году закона об ответственном родительстве наблюдается сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении, и, соответственно, детей, проживающих в таких семьях. Но, к сожалению, 2 последних случая говорит о том, что все-таки наши родители недостаточно предупреждают своих детей. И последние события об этом говорят, что даже достаточно взрослые дети выпадают из окна. Ответственность родителей снижена, особенно тех родителей, которые работают. Они днем работают, а что делают днем дети – непонятно. Однако в то же время увеличилось число преступлений в отношении детей более чем в 1,5 раза по сравнению с тем же 2016 годом. Всего в минувшем году совершено было 877 преступлений против детей, в том числе членами семьи 415. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Павел Пахомов, Якутск. В Алданском районе прошло распределение путевок в детские сады. В целом вопрос очереди в дошкольные учреждения людей там не беспокоит. Родители опасаются лишь того, что их дети могут не попасть в определенный желаемый детский сад. В любом случае мест хватит всем. В теме разбиралась Татьяна Вахнина. Более 200 маленьких алданцев в сентябре впервые придут в детские сады. Основной этап распределения путевок состоялся в последних числах мая. Порядка 70% родителей определились с тем, какое дошкольное учреждение будет посещать их чадо. Докомплектование состоится в ближайшее время.
Ну, вообще каждый год у нас всегда 210 путевок мы выдаем. Самое главное, чтобы адаптация прошла успешно, не переживать самим родителям и не волноваться за вас, за своих малышей, потому что в детском саду работают настоящие профессионалы, и они точно знают, что делать с малышами и что сделать для того, чтобы адаптация прошла легко, безболезненно, малыш пришел в детский сад как домой. В Алданском районе вопрос очередности в дошкольные учреждения утратил былую остроту. Сегодня в очереди состоят порядка 400 детей. Самые маленькие – новорожденные. Старшим не исполнилось и 3 лет. В любом случае ребенок будет устроен. Родители опасаются лишь того, что сынишка или дочка не попадут в определенный детский сад. Так многие мамы и папы категорически не желают отправлять своих малышей в «Дельфин» – садик микрорайона Солнечный. Деревянное строение исчерпало свой ресурс, и зимой здесь очень холодно. Здание является одноэтажным, деревянным, сборно-щитовым строением с деревянным фундаментом. Это городки из лафета и 1988 года постройки. Вопрос со строительством детского сада в микрорайоне Солнечном решен. О сроках новоселья, однако, говорить пока рано. И в приемлемом состоянии здание садика поддерживается капитальными работами, проводимыми ежегодно. Мы стараемся поддерживать его в состоянии пригодном для того, чтобы там нормально находились дети, чтобы он соответствовал санитарным нормам и правилам, пожарной безопасности. В районе действуют 26 дошкольных учреждений, 9 из которых городские. Очередность наблюдается только в Алдане. В сельской местности ситуация обратная. Мест в детских садах оказывается больше, чем воспитанников. Исключение составляло село Хатыстыр. До недавнего времени в Сардану была огромная очередь. С открытием нового здания садика эта проблема решена. Хатыстырская Сардана теперь принимает малышей с 1,5 лет. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Нет алкоголю за рулем. Под таким названием женщины Мирнинского района запустили акцию. Во всех поселениях района более 500 женщин и детей вышли с плакатами и лозунгами на обочины дорог, призывая водителей не садиться за руль в пьяном виде. Сюжет Марфирины Алексеевой. В летний период проблема нетрезвых за рулем становится еще актуальнее. На дорогах больше машин, на улицах много детей, влияет и сезон отпусков. За 2018 год в Мирнинском районе в дорожно-транспортных происшествиях погибло 9 человек, 4 из них по вине пьяных водителей. Также статистика показывает, что среди женщин число любителей выпить за рулем стремительно растет. В прошлом году у нас было показательное такое ДТП, где за рулем находилась женщина в нетрезвом состоянии. Мало того, что она управляла в нетрезвом состоянии, еще и перевозила ребенка дошкольного возраста с собой без детского автокресла. То есть там совпало столько факторов. И, получается, еще выехал на встречную полосу. То есть от одного человека сама пострадала, ребенок пострадал. Там ему повезло, что он отделался не сильными травмами. Да? Еще и выехал на встречку, там человек, тоже пассажир другой машины, в которую она врезалась, тоже получил травму, перелом руки. Из 8 случаев ДТП по вине пьяных водителей половина с летальным исходом. 11 человек получили тяжелые травмы. А в 2017 году цифры были еще ужасающие – 13 ДТП и 5 погибших. Эта проблема актуальна по всей республике. Поэтому Союз женщин района решил запустить акцию «Нет алкоголю за рулем». Все неравнодушные женщины, дети, подростки со всех сел и поселков Алмазного края весь день раздавали флаеры, кричали лозунги и стояли с плакатами у обочин дорог. Не секрет, что эта проблема существует. Каждый год из-за нетрезвых водителей погибают люди, погибают дети. Поэтому мы не должны на это закрывать глаза и обязательно принимать участие в этих акциях, проводить эти акции во всех поселениях Якутии. Таким образом, Союз женщин Мирнинского района призывает не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и просит всех женщин республики поддержать акцию, так чтобы подобные мероприятия прошли во всех поселениях республики. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Вернемся через короткую паузу, меньше 1 минуты, смотрите далее. Нелегальный мигрант в республике стартовала операция «Как, где и что» будут проверять надзорные органы прежде всего. Как в Якутии поживают бизоны, в Усть-Ботома открыли новый туристический сезон. Об этом и о многом другом после паузы. Это итоги дня на Якутии 24. В студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск.
Национальный лесной форум подвел итоги трехдневной работы в Якутии. Более 500 участников в эти дни обсудили проблемы лесной отрасли в регионе и в стране. Поступило много предложений о совершенствовании российского законодательства в части природопользования, хозяйствования и промыслов. Кроме этого, большое внимание уделили и проблеме лесных пожаров, строительству лесных дорог, потенциалу развития лесопереработки в нашем регионе. Ульяна Шагина подробнее. Национальный лесной форум – это первая в России мобильная площадка. Здесь представители власти ведут диалог с профессиональным сообществом о том, как сохранить леса и в целом о перспективах развития сферы лесопользования. Якутия как регион, который самый большой, самый лесистый, самый-самый вообще это регион, для которого вот слово «самый» очень близко. Это та территория, которая представляет все и проблемы, и достижения, и все возможности лесного хозяйства страны. Действительно, лесные массивы на территории Якутии составляют 2,5% мировых и около 11% российских запасов лесных ресурсов. Между тем, в республике ежегодно незаконно вырубаются сотни кубометров леса. Эта проблема стала ключевой в обсуждениях лесного форума. Наша задача в законодательстве Российской Федерации в Республике Саха-Якутия предпринять такие решения, которые пошли бы на пользу всего лесоустройства, во-первых. Да? Во-вторых, сделали бы возможность, создали бы возможность управлять этими процессами. Лесные пожары ежегодно уничтожают десятки тысяч леса. В прошлом году ущерб от лесных пожаров в регионе составил 200 миллионов рублей. А в этом уже зарегистрировано 86 возгораний. По линии Министерства охраны природы республики приобретена новая лесопожарная и лесопатрульная техника. Технику мы купили благодаря действию национального проекта «Экология». В этом году объем финансирования составил 85 миллионов. Мы закупили 28 единиц лесопатрульной и лесопожарной техники. Преимущественно это тяжелая техника и патрульная техника. И часть техники мы уже перегнали в районы для несения службы. В течение дня также обсудили проблемы инвестиционной привлекательности лесной отрасли, вопросы развития экологически ориентированного туризма, а также меры, которые необходимо принять для сохранности лесов. По результатам форума будут подготовлены предложения, направленные на совершенствование лесного законодательства в целом. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Павел Пахомов, Якутск. В Бизонарии Усть-Ботома открыли новый турсезон. Сейчас там находится 37 бизонов, 9 из которых телята, родившиеся в этом году. Напомним, что в 2006-м из Канады в Якутию привезли 30 особей. Затем было еще 2 партии по 30 голов. Сейчас в Якутии более 200 бизонов. Они живут на территориях Бизонариев, Тымпынай и Усть-Ботома. Сюжет нашего корреспондента Юрия Осипова. Здесь живут те самые первые бизоны, которых привезли в 2006 году. Сейчас они уже повзрослели и приглядывают за своими телятами. В этом году родились 9 малышей, сейчас они пока не отходят от своих матерей. На данный момент здесь в Усть-Ботоме живут 37 бизонов. Это так называемое маточное поголовье. Ее функция – это получение приплода и как страховое, да, получается. Тут, если что-то случится во втором питомнике, тут у нас останутся животные. Бизонарий открыл турсезон с 1 июня. В целом, именно как туристический центр он заработал еще в 2016 году. Тогда за сезон его посещали около 300 человек. Но уже в прошлом году здесь побывали порядка 1000 туристов. А в этом году ожидается еще в 2 раза больше. Ждет нас бизоны, показ бизонов всем стадом на расстоянии почти вытянутой руки. Это вообще редкость, нигде такого нету. И показываем наших изюбров. Также у нас есть изюбры, их можно тоже покормить с рук. Бизоны чувствуют себя здесь вольно, это уже их земля. Сейчас они находятся на смотровой площадке, которая занимает меньше гектара, но на самом деле их территория намного больше. 4 вольера по 10, 20 и 30 гектаров, всего около 122 гектаров. Сейчас в Якутии всего более 200 бизонов. Они обитают на территориях питомников Усть-Ботома и Тымпынай. С 2017 года осуществлено 2 выпуска. Сейчас на воле в горном районе живут уже около 60 животных со спутниковыми радиоошейниками. По словам специалистов, местная природа пришлась им по душе. В дикой природе они сами добывают корм,
у них головная часть очень сильно развита, они копытят головой. Вот, разгребая вот метровый снег, добывает зимой корм, вот, зеленку, скажем, да. А вот если они содержатся, вот если у них вольерное содержание, мы их подкармливаем, добавляем корм. В 2020 году планируется выпустить бизонов в Сунтарском, Нюрбинском, Момском и ряде других улусов. В Российской Федерации популяция бизона отсутствует. И такой вид животного мира официально не признан. И Республика Саха-Якутия проводит серьезную работу по улучшению биоразнообразия в Российской Федерации путем интродукции лесного бизона. Сейчас идут переговоры с правительством Канады о поставке 4-й партии бизонов. Как и в предыдущие годы, в Якутии хотят завести 30 голов. По словам руководства бизонария, соглашение удалось достичь, и сейчас вопрос стоит лишь в источниках финансирования. Юрий Осипов, Джилстан Иннокентьев, Хангаласский улус. Обязательную установку счетчиков тепла предлагают отменить в России. В частности, жители новостроек предложили освободить от поквартирных счетчиков. С такой инициативой выступил Минстрой. Поводом для обсуждения стали конфликты между соседями из-за того, что некоторые граждане отключают отопление в своих квартирах и перекладывают тем самым платежи за тепло на других. В таких квартирах за счет соседей зачастую отапливаются смежные стены, пол и потолок. Также перекрывают вентили те, кто использует автономные источники тепла или надолго уезжает из квартиры. В итоге под вопросом оказался сам принцип подсчета индивидуальных затрат. Определить фактическое потребление тепловой энергии по приборам учета невозможно. Вопрос рассмотрят на заседании межведомственной комиссии уже в этом месяце. С сегодняшнего дня в Нерюнгринском районе официально завершен отопительный сезон. За установившейся теплой погоды и в связи с началом подготовки к следующему отопительному сезону от тепла отключили все учреждения и жилые дома. Предприятиям и организациям жилищного и коммунального хозяйства предписано приступить к подготовке источников и систем теплоснабжения, объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и учреждений к отопительному периоду 2019-2020. А Нерюнгринская ГРЭС и Чульманская ТЭЦ информируют, что планируют отключить горячее водоснабжение для проведения ремонтных работ основного оборудования сетей теплоснабжения. Это потребители города Нерюнгри, Греберкакита и Серебряный Бор будут отключены с 22 июня по 12 июля, то есть это 21 день. А в поселке Чульман отключение горячей воды планируется с 17 июня по 15 августа, что составит 60 дней. В республике стартовала операция «Нелегальный мигрант». Какие объекты будут проверять надзорные органы в первую очередь и какие примут меры против нарушителей? Репортаж Дмитрия Тымырова. Строительные площадки первыми попадают под взор контролирующих органов. Именно на стройобъектах трудится больше всего иностранных граждан. В рамках этой операции мы охватываем большинство объектов, где перебывают иностранцы, в том числе вот сегодня мы видим строительный объект, где мы прибыли совместно с преданными силами сотрудников полиции, аппарата МВД и города Якутска. Строящийся объект возле Якутского института водного транспорта стал отправной точкой рейда. Здесь сотрудники полиции проверили иностранных граждан на наличие документов, на законность их пребывания на территории страны и на соблюдение работодателем трудовых отношений. Нам нужны трудовые договоры проверить. Ну и сейчас вот промежуточная проверка показала, что у данных граждан у многих трудовых договоров нету, уведомления на руках нету, соответственно, данные граждане будут доставлены в отдел полиции для дальнейшей тщательной проверки, разбирательства по каждому. Уже в отделе полиции каждого иностранного гражданина проверили по базе данных. Оказалось, что среди трудовых мигрантов и не было нарушителей. У всех имеются документы с правом пребывания на территории региона и страны. Все документы нормально у нас. Все переписка, все нормально. Мы когда приехали? Апрель месяц приехали, уже 2 месяца работаем. Как отметили сотрудники миграционного отдела, в регионе наблюдается снижение уровня преступности среди иностранных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, по итогам 5 месяцев было зарегистрировано 43 административных правонарушения. В прошлом году было 66. Наибольшее количество
административных правонарушений со стороны иностранных граждан – это проживание не по месту регистрации. То есть те лица, где иностранные граждане регистрируются на одном адресе, а фактически проживают на другом адресе. То есть это статья 19.27, которая подразумевает предоставление ложных сведений со стороны иностранных граждан. С начала этого года уже выдворено порядка 60 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство страны. В МВД России по республике отметили, что теперь подобные рейды на территории города Якутской республики будут проводиться еженедельно. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Сегодня отключение аналогового телевидения и переход на цифровое пройдет в 36 регионах России. Это уже третья волна перехода на цифру, которая затронет 40% жителей страны. С запуском сети цифрового вещания жители получают набор из телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах. В эти минуты на цифру переходит и Якутия. Власти республики организовали работу 500 волонтеров, которые будут помогать людям настроить дома цифровое телевидение. Региональные телеканалы национальной вещательной компании «Саха» сохранят вещание в аналоговом формате. Для возможности одновременного просмотра этих программ и программ цифрового ТВ необходима всеволновая антенна. 6 жителей Нерынгринского района обратились в больницу из-за укуса клещей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь по удалению клеща, ввели защитный препарат гамма-глобулин, чтобы не развивалось заболевание. Симптомов клещевого энцефалита не наблюдается. 3 клеща отправлены на исследование в вирусологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Якутии. На текущий момент мы имеем результаты по 3 клещам. Из них, значит, 1 положительный, и он как раз относится к тем клещам, которые были выловлены на территории Нерынгринского района. Это район Серебряноборских дач, СОТ, энергетик. Там была укушена женщина, и, значит, клещ, который был снят с нее, отправленный, он оказался положительным на наличие вируса клещевого энцефалита, что свидетельствует о том, что, в принципе, у нас, имеются зараженные клещи, которые нападают на территории Нерынгринского района и могут привести, в случае, так сказать, укуса, к тяжелым последствиям, в том числе возникновению тяжелых заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз. Россиян ждет короткая рабочая неделя. Роструд напоминает, что выходной придется на среду 12 июня. При этом во вторник с работы можно будет уйти на 1 час раньше. Следующие же длинные выходные будут только в ноябре, со 2 по 4 число. Это были итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале и будьте всегда в курсе.